Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня выхожу в эфир в среду, но это будет передача, значит, повтор будет проходить в пятницу. На этой неделе 21 значит, марта 2025 года. Но сегодня на волнах ИМИ радио вместо программы «Всходы» будет звучать моя программа «Когито Бурята». Почему записываю? Потому что в пятницу, к сожалению, не смогу поучаствовать в прямом эфире, скорее всего. И поэтому решили сегодня записаться. Моими гостями сегодня являются Владислав Живица и Сергей, который просил не называть себя, но будет принимать участие, так скажем, в виде голоса. Ну что, дорогие друзья, за неделю что произошло знаменательного? Как внутри, значит, Мордора, так и вообще мировой политики, что там, что нового, что вас тревожит, что вас интересует. Но сегодня, значит, я хотел перемыть немножко косточек, значит, моему соведущему Когито Буряту Андрея Григорьева, потому что то, о чем я ранее в своих эфирах говорил, приключилось. Дело в том, что порядка 2 месяцев назад, значит, Трамп, значит, точнее не Трамп, а Илон Маск говорил о том, что надо Радио Свободы прикрыть, еще ряд СМИ, Голос Америки, там, Радио Свобода, ну, целый набор, значит, телерадиокомпаний, которые, значит, либо строчкой в бюджете финансировались, либо правительство Соединенных Штатов финансировало так или иначе. Ну и вот, собственно, у меня основная претензия, в общем-то, повторяет претензию чеченцев, которая прозвучала на первом съезде, на первом форуме свободных народов пост-России. Там один чеченец говорил, что ну вот вы говорите там про независимые СМИ и все прочее, но привел пример о том, что раньше существовала отдельная чеченская редакция, то есть сама редакция. Потом внезапно после 2014 года эту редакцию переподчинили русской редакции. А потом оказалось, что несколько ведущих, значит, так называемого ЧГТРК Грязного, это вот канал государственный, который в Грозном работает, да, внезапно устроились журналистами в эту редакцию. То есть они говорят о том, что и что вот эта редакция, переподчиненная Москве, может вещать. Это раз. А во-вторых, я всегда спрашиваю, а где бурятская редакция, например, якутская или еще какие-то? Их просто-попросту не существовало. А все те персонажи, которые так или иначе писались, ну, они, откровенно говоря, не пользуются никакой поддержкой внутри Бурятии. Их знать не знает никто. Ну, это какие-то доморощенные там активисты демократического либерального движения. И я вот заметил, я там давал интервью Радио Свобода еще в 22-23 году. Но потом внезапно произошел бан. Я вот хотел по этому поводу как раз расспросить бывшего сотрудника Радио Свободы Андрея Григорьева, но вот, к сожалению, по тем или иным причинам он сегодня не проводит свою передачу, наверное, слушает нас. Но вопросики это, был ли бан этот, теневой так называемый, то есть это редакционная политика, не брать, вот, например, интервью у, ну, я считаю себя одиозным, конечно, представителем бурятского национального движения, и вполне возможно, что вот эти все пакостники либерального толка, которые, значит, являются моими политическими противниками, они могли, конечно, всякие гадские письма писать туда, в редакцию. Вполне возможно, что именно из-за этого решили там исключить меня, так скажем, из листа тех людей, у которых стоит брать интервью касаемо, значит, ну, ситуации в Бурятии там и так далее. У вас какое мнение на этот счет? Ну, был, конечно, теневой бан, тут без сомнения. В таких структурах всегда бывает крот. Агент, который забрасывается. Вот из свежих новостей, это у евродепутата от немецкой партии, не помню какой, прям свеженькой, нашли помощника, который оказался работником, да, ФСБ, агентом, и который, собственно, выехал... Сотрудник был же этого
Храпов, что ли, фамилия? Да, вот что-то такое, Храпов. Козел он, короче. Да, так вот и это не единичный случай, есть во всех международных структурах, во всех либеральных структурах таких, Так ФСБ якобы, рассчитывает, да, что не зарубать. оказывающих там влияние и воздействие. Не удивлюсь, если не будет, да, в этой структуре службы. Вот. ГШ это что такое? Это ранее известное как ГРУ. Теперь это главный штаб. А что, переименовали? Да давно уже, в году, наверное. Да нет, ГРУ вот у меня знакомый. Не было. Грушник. Он уже ГШ. ГРУ. Ага. Ну, это понятно, но там гораздо больше агентов так называемого русского мира. То есть они, знаешь, ну как тебе сказать, то есть тут такие либералы, да, знаешь, которые за русский мир, там за все это дело, короче, как это, значит, не могу ездить в Москву, в квартирку деда там, значит, НКВДшника какого-нибудь, как это, значит, Россия должна распасться, там, вот что это. Ну, вот эти Что ребята как раз таки еще и ездят. миллионная Москва не может без ресурсов там с регионов, например, жить. Так же вот они Но рассуждают. эти ребята как раз таки и ездили в Москву все это время и не отсвечивали нигде. Вот кто бы знал, что у этого депутата будет такой помощник, который нигде не светится. Абсолютно. Вот. Все вот Не, а эти- во-первых... Я вон смотрю, да, ну, итальянцев, в Италии там это проходной двор, там даже вот таким сарафанным радио, там понятно, кто куда и где хочет ехать, да, там кто палится, кто не палится, это даже вот на уровне как раз-таки На Балканах, маленьких, да. да, групп эмиграционных, да, понятно, что... то есть ты наблюдаешь за всякими движухами русскомирных Я в Италии, да? наблюдаю, да, за этими сообществами, которые... Вот у нас своя расследовательская журналистика. Вот Владислав Ну, Живица, у нас, специалист по выявлению русских кротов. знаете ли, да, русских кротов и не одного, и даже белорусских кротов. Так вот, хочу обрадовать слушателей, что не только все плохо у Радио Свободы, еще есть такая смоленского извода, как раз таки родом из Смоленщины, Ридовка. Угу. Это какая-то русскомирная же, да? Да, они начинали как русские либералы, закончили, Мгм. особенно в 22-м, госзаказами на пропаганду. Там все, и Крым наш, и СВО наш, и все наш. Вот. И они лишились финансирования от российского государства. Это прям свежайшая новость. Вот. А где-то месяцев, наверное, когда это зимой было, да, главного редактора Костылева вдруг там перевернулся его снегоход, где он ехал на очередной проект в Смоленской области, где переселили семью русскомирцев из Латвии, по-моему, в Смоленскую. Вот это какая-то семья ненормальных людей там, да? Да, семьи ненормальных. Вот. Тут Ну. каким-то странным образом его квадроцикл взял, там попал в ДТП, в аварию, да, вот. Смоленские партизаны, наверное. Ну, у нас их нет, но если нужно, мы еще раз применим. Самый главный вопрос. Ридовка про Но тебя он жив что-то остался? писала? Нет, он, к сожалению, остался инвалидом и прям там чуть ли не этот самый... Овощ. Коляска. Вот себе. на этой. На коляске. Он даже никто его не видел. То есть поначалу, да, неизвестно было, жив он или мертв, а потом стал кто-то писать, что у него есть там телеграм-канал, что вот, ребята, я жив, но никаких фото-видео не было. Я думаю, как говорят знакомые, наши общие знакомые знакомых, что он глубокий овощ, чуть ли там одна только рука работает. Ну, понятно, там сейчас имущество просто переписывают ушлые люди. Да, скорее всего, да. Потом отключат. Его. Ну, Скорее всего. потеряла вся... Но я тоже эту новость сегодня читал, Как там у они них раньше, сказали. говорят, редакции было больше 100 человек, короче, они там, причем такие, крайне агрессивные, короче, персонажи топили за войну, и, откровенно говоря, я вот что-то припоминаю, что было такое какое-то издание, значит, что-то действительно там оно какое-то такого либерального плана, там что-то в этом роде было. Рядовка, да? Ну да, где-то вот середина Она в свое время, 2000-х, да. Не-не-не. 2000, точнее, 15-х, Да, вот это уже, 15-й, 16-й потом, да, где-то год. позднейшего. Такого, они же даже и меня, когда я был депутатом, Ну-ну. пиарили, мои подвиги.
Вот, мы мило, любезно общались, да, но потом пришел конец нашему Ну, а общению. таких же СМИ полно. На меня, помню, в 2022 году вдруг внезапно какой-то персонаж вышел. Я, говорит, представляю, значит, редакцию 7 на 7. И там такая анкета на 60 вопросов. Я такую быстренько эту анкету пролистнул, короче, гляжу, ну, это прям как допрос такой, знаешь, КГБшный, короче. И я непосредственно напрямую вот на этот адрес этого издания написал, короче. И самое чудное, что мне вообще не ответили оттуда. То есть под видом... Ну, я так более чем уверен, что, ты знаешь, там есть такое еще издание «Люди Байкала». Вдруг внезапно так, значит, проявились, короче, как будто там за экологию пишут, короче. Ну, вся вот эта так называемая западная повестка практически скопирована. Там и про людей вот этих всяких там непонятных ориентаций и все прочее там пишется. И вдруг внезапно она мне говорит: давайте я вам позвоню, значит, журналистка, и вы мне там, ну, поговорим, типа. Я говорю, ну, если это не прямой эфир будет, я говорю, тогда давайте лучше интервью возьмете письменно у меня, зададите группу вопросов, и я вам письменно отвечу. Причем я в конце этого, ну, значит, общения попросил, чтобы опубликовали именно в том контексте, с теми же орфографическими, пунктуационными и грамматическими ошибками, текст, который я давал. То есть, понимаешь, ну, я сразу почувствовал, что меня хотят где-то что-то, где-то на каком-то вот этих тонкостях, нюансах перефразировать, перетовать, поймать, короче. Поэтому всем остальным активистам я советую, если вы не уверены в издании, так скажем, да, вы должны все-таки давать интервью только письменно. Да, и попросите какую-нибудь аффилиацию, там, кто может порекомендовать этого журналиста через знакомых. Вот. Ну и так одного дурачка нашего поймали, он там такой Пурбо Дамбиев, он выехал там чуть раньше, видимо, мобилизации, или может быть саму мобилизацию, и они там организовали в Монголии какой-то центр, короче, и он так попался. Значит, дал интервью вот на этом, и они его просто слова переврали совершенно диаметрально противоположным. А учитывая то, что у этого товарища, у Пурбохи, значит, там какой-то близкий знакомый или близкий друг, или там товарищ какой-то, он тут же, как только СВО началось, так называемое, он тут же полетел туда, в Украину. Ну, то есть вот бэкграунд, так скажем, вот этих бурятских всяких анархистов и так далее, что это все, ну, там, трепотня, как говорится, за мир, там, за индивидуальные решения, там, и так далее. А вот как только клюнуло, так скажем, значит, вот все люди-то и проявились. И, ну, вы как оцениваете? Трамп правильно делает, что вот эти все СМИ закрывает? Или это серьезнейший, мощнейший удар по свободе слова, по развитию демократии и так далее? Я думаю, это просто... Я думаю, это просто трамповское поведение такое. Это его психология, это его, вообще все его качества, моральные, все. Это психотип его. Все. Ну, смотри, Трампа. Там же он обещал своим... Возьмите еще с первого его срока. И вообще еще до срока, когда он... А чего он в первый срок тогда не закрыл все это дело? Нет, он тогда и с Путиным так не дружил сильно. И самое смешное еще, до того, как он стал президентом, он был просто бизнесменом. Он был бизнесмен какой-то. 8 штук этих банкротств. Ну, здесь же тоже в Польше полно вот этих бизнесменов, которые набирают работников, получают за них зарплату, говорят, что мы на второй месяц вам выплатим, а потом тоже банкротятся, и там тысячи, 2000 страдают. Вот это... Трамп примерно такой же. Да, ну это же банкротство, это ну, в общем, так мошенничество фактически. Да, и вот и вся политика его в этом. Что там? Ну, а ты, Владислав, что думаешь? Если... Я закончу. Да. Если они решают вчера, что там поговорили о том, Сергей, о сём, прошу этот микрофон поближе. О том, о сём поговорили, в итоге ни о чем. Про Крым вообще не вспомнили, Украину прошли вскользь, но зато потом давайте организуем хоккейный матч НХЛ, КХЛ. Это что за барахло это? Когда выскочило? Недавно? Вчера на ихнем телефонном разговоре Трампа с Путиным. Ну, это что, прям как в совке там какие-то боксерские матчи? Там, зачем? Это Путин сказал, что будем матч... СССР, шахматные матчи были, СССР против всего мира. Будем проводить матчи НХЛ, КХЛ, возродим все. И, ну, короче, такая бодяга. И вернем новость с этого самого. С просторов Госдумы. Там начали работать над законопроектом о том, чтобы
как якобы очень много желающих западных компаний вернуться на российский рынок. Это вообще бред. Да, и Путин сказал, что приоритет будет отдаваться только тем, которые выполнят ряд условий. Ну да. Вот. Штраф Что это за заплатят. компании, какие условия, ничего не известно. Нет, но, там скорее не, всего, все это ну, блеф двух дебилов. Немножко обсуждали, Владислав, по каким условиям. Те, кто нас предали и убежали, они заплатят штраф, и они пойдут, когда в Россию вернутся, пойдут туда, куда мы их пошлем. Я вообще не понял даже. Думаю, Не, но там есть же была, знаешь, там в 22-м или в каком-то году, поедете все, куда, значит, Путин, чтобы регионам там вот эту кость-то подбросить обглоданную, он сказал, что мы вообще хотим, чтобы, значит, диверсификация была по этим крупным компаниям, то есть, ну, все же вот офисы этих всяких Макдональдсов, там, Тойот, там и так далее, они же все в Москве сосредоточены. Ну, там взятки надо раздавать, собственно, там они и находятся, основные, где вот с этими, с экспатами, с этими представителями этих компаний, да. И вот он типа подкинул, что, а мы сейчас по регионам хотим, чтобы они там разъехались, вот там в Улан-Удэ, там в Смоленск что-нибудь пришло. Если будет там как раз-таки такая у них там иезуитская, если какая-то мысль, если кто-то сидит в администрации президента и придумал так, что, а давайте мы эти западные компании, которые очень хотят, наверняка там какие-то дебилы есть, а давайте их закинем в оккупированные территории, чтобы была безопасность для нас, да. Ага, ну то есть вот такая система. Никто же бомбить не будет. Да, если там такие разговоры были или идут, то... Были и идут. Это будет, конечно, весело. Какой-нибудь офис там какого-нибудь... Макдональдса, Халибертон. Расхерачивается, да, какой-нибудь этим же Хаймарсом, блядь. Да зачем вам местные партизаны там? Так, прошу не употреблять матерных слов, потому что YouTube за этим внимательно следит. Значит, ну, хочу сказать, что Трамп и Путин нашли друг друга. Вот и все. Ну, а я-то считаю, что тут политика, на самом деле, по закрытию вот этих всяких СМИ, она гораздо более глубокая. Я вообще считаю, что Радио Свобода — это чисто продукт времен Холодной войны. И Голос Америки. И Голос Америки, и все прочее. И они должны были быть ликвидированы еще тогда, когда Америка победила, когда она у Украины, значит, отняла ядерное оружие. Но видишь, там ситуация какая, ну, слишком много там работало, ты же пойми, раньше тогда, вот это, чтобы организовать это, сейчас мы просто берем, да, как СМИ, открываешь, значит, телефон, там мультиплатформенный какой-нибудь сервис платный, там абсолютно какие-то смешные деньги по европейским меркам, там хоть на 10, хоть на 15 стриминговых площадок ты можешь стримить. И точно так же, например, с радиосигналом ты можешь просто радиосигнал своего телефона передавать, и они будут выводить там, то есть просто один технический сотрудник на одну там, значит, коротко или длинноволновую станцию нужен. А поскольку вся эта система еще жиждется вот на штатных расписаниях, еще это, и там понятно, что вот, ну, допустим, тот же Маск, она должна быть система же оптимизирована, правильно? А они глядят на эти расходы, короче, эффекта 0, просмотров 0. Кто там эту Радио Свободу в Бурятии тут же читает вообще? Ну, потому что там бурятских этих... Ну, ты не рассчитывай только на... Нет, ну я говорю, ну там, ну смотри, ну там Беларусь есть, там есть, значит, Украина есть, там и так далее. Нет, есть. Понятно, что там денег в финансировании не только эти институции решились, там есть еще такая институция Радио Свободная Азия, которая там вещает, тоже, точно так же она в тут же пул входит и точно так же финансируется строчкой в бюджете американском. Но фишка в чем? В том, что это затратный вот по меркам того же Трампа, того же Маска проект, потому что миллиарды долларов просто теряются фактически, да, ну как будто бы Америка, она вот объявила себя таким, знаешь, символом такой вот демократии, вот наша американская демократия, это самая демократическая демократия. Да, и они вот этого придерживаются. При этом я говорю о том, что вообще в принципе национально-освободительные движения, они как бы вот из этого ракурса совершенно выпадают. То есть вот Радио Свобода, ну я не знаю, там может Кавказский там регион, там вот их редакция, она как-то пишет о том, что там на Кавказе случается и так далее. Но я вообще в критических относительно русского государства комментариев по поводу колониализма, там, например, ничего не заметил. Потому что в 90-е годы вот этот инструмент, он очень хорошо работал против Совка, фактически помог развалить Советский Союз.
Ну, а сейчас-то они чем занимаются? Сохранительством? Ну да, вроде как есть там представители, как это, Едель Реалия, там еще какие-то Не, там ну и так почему? далее. Они все, А наверное, в целом-то они, наверное, сейчас руководство, там редакция русская, все там сидят, это русско-мирные агенты. Может быть, для нас есть сейчас такое окно возможности, когда вот и съезд народных депутатов, например, и форум свободных значит, государств после России заявят, скажут, а мы давайте предложение Нет, сделаем. Каспаров вроде самосократился. Создать, нет, создать, нет, я говорю, форум свободных Мгм, народов мгм, пост России. мгм. Сейчас, кстати, 19 числа, дорогие друзья, в Бухаресте проводится, ну, я думаю, уже последний, наверное, форум, потому что, не знаю, мне кажется, судя по количеству приглашенных представителей, там, Кузахметова видел, Павла Евлеева видел, не Евлеев, Павел Мизерин. А где остальные-то представители? Мизерин, вот наш съездовский. Я не знаю, ваш ли он Да, съездовский-то, ну, ну, ингерманланец. я с ним в одной комнате жил. Да, а вот остальных-то представителей нету. Никто в Бухарест Ну, решил да, не ехать. Кстати, я тоже подвергну Но критике это Ага. мероприятие. Оно начиналось их хорошо. Хорошо начиналось, хорошо шло, ну и даже сейчас хорошо идет, но, черт возьми, не хватает, конечно же, представителей регионов, э, народов, государств с пост России. Люди, такое впечатление, собрались и делают это вот друг для друга. Организаторы там, да, и какие-то писатели, политики европейские, ну, румынские, естественно, бывшие там в основном сейчас сидят. Прямо онлайн можно посмотреть. Да, ну, а идет онлайн-передача или нет? да, вроде идет. Ну, как-то, знаете, ну, продают, европейскому продают зрителю Мгм. картинку, которой даже нету. Вот. Это, ну, упрек, конечно, организатору. Ой, кто я такой, чтобы осуждать, да, организатора в этом вопросе организационном? Но, черт возьми, если вы хотите показать, что вот нас там типа гора, да, которая вот 132, сколько, 172 организации, ну, блин, ну, хоть кого-то, да, там, проспонсируйте, я тут имею в виду, что, ну, не все тут богатые люди, чтобы гонять по всей Европе, особенно в хрен, Это вообще... черт знает куда, в Румынию. Не, я согласен. Да, ну, Самое главное, что... если будет в следующий раз, Ну, не знаю, я все время ездил только исключительно за свой счет. Может быть, и были такие персонажи, которым оплачивался проезд. Но я так понимаю, что, конечно, он начал за здравие, потому что было вот начало войны только. То есть все хотели соприкоснуться, так скажем, помочь Украине. Все верили и сочувствовали украинскому государству о том, что Украина стала жертвой вот этой коварной политики Путина и так далее. Но за 3 года, к сожалению, вот это вот доверие, оно частично растерялось. Благодаря тому, что, значит, мы видим, и, собственно, администрация Трампа показывает о том, что достаточно большое количество ресурсов, выделяемое Украиной, оно не в Украине разворовывалось, естественно, то есть оно до Украины-то и не дошло, я это свято верю. И сейчас вот, например, на прошлой неделе было интервью с Маском, который сказал, что мы наткнулись там в Америке на какую-то сверхаферу, что я прочитал, правда, в русских СМИ только это, значит, почему-то в русских было опубликовано, что якобы существует там в каких-то министерствах якобы 14 компьютеров, которые вот обналичивают деньги. То есть приходят счета, он через этот компьютер проводит, и это что-то оплаченное. То есть деньги как будто бы из ниоткуда берутся. Но я не верю в то, что Маск такое говорил. Я полез, значит, и в Твиттер посмотреть, и все прочее. Просто он описал о том, что вот эта проблема фиатных валют, собственно, которыми и доллары, и рубль, и фунты, и злото являются, в том, что их можно просто не напечатать даже, а просто создать на компьютере. И понятно, что он сейчас вот полез в основы, так скажем, американской экономики, и сейчас вот эти всякие конспирологи, конечно, говорят, а мы давно это знали, а мы давно это, и пятое, и десятое. А как вы вот последнюю новость, значит, рассекретили 80 тысяч документов, значит, по поводу убийства Кеннеди, короче.
И там типа русские СМИ распространили, что типа совок СССР причастен, как будто бы СССР давал $100 000 на убийство Кеннеди там и все прочее. Хотя я более чем уверен, что это какие-то совершеннейшие такие конспирологические теории, но которые тогда существовали, тогда же отрабатывались. И там даже австралийцев еще привлекли, что якобы в посольство США какой-то звонил австралиец в то время и сказал, что значит, это Советский Союз типа стоял за убийством Кеннеди там, и так далее. Его не удалось этого звонящего идентифицировать, но судя по тому, что он говорил, скорее всего, это просто психически больной человек был. И вот это, собственно, и скрывали. Ну, понимаете, да? Да. Но я-то свято уверен, что его, конечно, застрелил Ли Харви Освальд. Тут Конечно. дураку не надо быть. Ну, Что и там. там, блин, тянется, скорее всего, к лобби белых американцев протестантских, которые были недовольны. Католикам, да? Не, протестантов, Нет, протестантов. именно, которые были недовольны Но- политикой, которую проводил Кеннеди. Но Кеннеди был католик. Первый президент католик в США. Там же ж тем более католики, протестанты. Еще это ирландец. одно из противостояний, еще и ирландец. Вот. Ну, это около конспирологическое. А что ты думаешь по поводу вот этих вот социальных номеров, номеров социального страхования в США, которые там Маск обнаружил, что якобы Social там Security number. 150-летние, У меня есть 200-летние, 200-летние товарищи, по ним начисляются пенсионные всякие там. Я не знаю, Выплаты я и думаю, всё это прочее. вранье. Не так все просто, как Не у так всё меня просто. есть такое. А ты знаешь, дело в том, что в свое же Я время получил. вот эта программа, она началась как часть нового курса, да? То есть тогда же социального страхования в США никакого не было на период депрессии. И это отдельными, значит, там законодательными актами Рузвельт такое создал в рамках программы нового курса. Потом, правда, большую часть этих программ они завершили, но вот это социальное страхование, номера и все прочее. Рузвельт это сделал. При Рузвельте, да, в 1935 году все это дело началось. И тогда же была такая вот ерунда, когда военный, допустим, высокопоставленный, там, скажем, там 60-70 лет, он получал пенсию. И тогда же не было принято, что женщины работают и так далее, особенно в высшем сословии. И вот он, когда умирал, пенсия его продолжала выплачиваться всяким там женам там и так далее. То есть, если нет, это... подожди, извини, Мгм. перебью. Дело в том, что у них и сейчас так. Если ты умер, а твоя пенсия, она идет твоим родственникам. Она так и идет. Ну вот я предполагаю, Ну, что вот это эти в 2 России. миллиона, значит, вот этих номеров, где людям там 100 с чем-то лет, 150, там 170 Нет, лет, ну, это как уже раз... перебор, да. Это Я как согласен. раз именно те люди, которым вот родственникам, там, женам, каким-то детям, может быть, там Это эти уже пенсии перебор. падают. Я думаю, там не вечно выплачивают. Но я читал другую информацию о том, что автоматически пенсия перестает выплачиваться в Соединенных Штатах, если при возрасте 110 лет. Может быть этот факт. И второй факт может быть тот, что вот хозяин пенсии умер, Мгм. у него есть жена. Вот жене выплачивают его пенсию, она умерла и все остановилось. Мгм. Всё. Но, И уже в принципе, если я 70-летний женился на 20-летней, она, в принципе, с такой-то пенсией может еще до 80, до 90 лет дожить. И тогда и получается. Ну, таких, это же исключительные случаи. Такого. И потом, нет, я не думаю, что там так злоупотребляют. этим. Но, опять же, когда, ты знаешь, коррупция, она такая завуалированная, то есть, если в России проще наворовать при жизни, да, то в цивилизованных, так скажем, демократических странах, то это один из способов, так скажем, подкупить элиту, был, чтобы элита поддержала вот этот новый курс. Это такое дело взяточничество еще- и дело своего еще в рода. том, что если 20-летняя, я знаю такой случай в Соединенных Штатах, знаком с обоими обеими персонами был знаком. Ему 80 лет, Мгм. ей было 30 лет. Она русская наша. Вот Мгм. она вышла за него замуж. Ну вот я думаю, что на сегодняшний Родила? день... Нет. На сегодняшний день он уже умер, потому что это было 20 лет назад. Мгм. Естественно, что я не думаю, что она получает его пенсию. Я думаю, что там более близкие родственники, дети, скажут: ты кто такая тетя эта, появившаяся из ниоткуда, и ей сейчас вы его пенсию платите. Я думаю, там суды. Но там сложная же пенсия. Америка, это там ж- это ж государственная страна судов. пенсия, она же очень маленькая по старости. Собственно, вот этот новый курс-то как раз он Я об не этом шел. знаю. Я не знаю, я знаю, что если ты нормально работал и неплохо Но зарабатывал, мне то кажется, что пенсия вот это, нормальная. знаешь, вот сокращение всех и вся, это связано просто с тем, что Трамп обещал сократить бюджет
И они же выявили, что 330 миллиардов долларов, оно просто распределяется по огромному количеству НКОшек, некоммерческих организаций. При этом эти некоммерческие организации практически не отчитываются перед федеральными структурами, которые эти финансы распределяют. И они там приводят смешные там исследования, там, допустим, влияние каннабиса, значит, на группы каких-то там представителей латиноамериканского и афроамериканского сообщества, например. Или там еще какая-то, значит, исследование типа о менструации среди там трансгендерных женщин, например, еще там, ну, вот подобного рода. Я понимаю, в принципе, как это, вот, это же коррупция такая в чистом виде. То есть вы как депутаты бывшие или там знатоки, так скажем, как этот российский бюджет формируется, я думаю, что это такая крайне завуалированная форма, чтобы красть с бюджета денежки. С одной стороны, я приветствую вот это вот перетряхивание Маском, Трампом в всей этой ситуации. Ну, это всегда обновление. И это им решать, там, как они там будут жить, что они там будут делать со своими органами власти. Да, они в своей стране, да. Да, пусть они это решают. Ну, и как я говорил на предыдущих передачах, что, ну, сейчас недополучает, кто-то недополучает что-то, кто-то от финансирования уже. Но я-то говорю, что окно возможностей, надо влезать туда. Видите, Трамп, мы тебя поддерживаем. Вот говорят, что мы вот возьмем тут это самое, до нашего. Ну, они, европейцы, давно говорят, уже третий год, что мы помогаем Украине. Ну, и да, я вот читаю, что вот сейчас мы тут, то Франция, то Британия, сейчас... Ядерный зонтик, там что-то, Макрон, там что-то. 500 человек, 500 тысяч, там зонтики, не зонтики, да, но пока... Ну, мне не интересно это уже слушать, мне интересно это читать. Вот когда я увижу, что там уже есть кто-то, да, вот тогда я поверю. А пока это информационный шум. Также и с Трампом нужно, и с администрацией его смотреть по делам. Когда что-то будет, да, то будет. Но мне кажется, вот Трамп вот это все дело делает для того, чтобы скинуть вот эти диктаторские режимы. Это, помните же, была такая... В школе проходили, так не проходили, доктрина Монро такая, о невмешательстве Соединенных Штатов в европейские дела. Слышали же? Да, так ты тогда хочешь сказать, что ты говоришь, что он хочет там скинуть. Так... Скинуть Мадуро хочет, оккупировать Венесуэлу, Кубу. А что же тогда с Путиным так ведет? Так как раз Путин-то и нужен. Для чего? Ну, для того, чтобы Америка спокойно зашла вот в эти страны, сбросила эти режимы и так далее. То есть там идет в последнюю очередь Путин. Внутренняя торговля идет за то, чтобы Вовка там, значит, не отсвечивал. Ну, дело в том, что, судя по тому, что творится вокруг, Вовка там не отсвечивает, Вовка там на заднем плане. Ты смотри, как Иран повел себя с Вовкой. Так, ну-ка, что он там сделал? Он приехал туда, его посадили, вот комната мы сидим, а он там в углу сидит. Как бедный родственник. На него внимание. Ты смотри, как с ним обращается тот же Ким Чен Ын с Вовкой. Ким Чен Ын выше Вовки. Ну, конечно, он же диктатор у себя там. А Владимир Путин не диктатор у себя? Ну, мне кажется, там, знаешь, все-таки не Вовка было, какой-нибудь... А в Сирии Вовку как погнали? Ну, там Франция. Сирия, это Франция, Турция. Это Турция, да. Франция и Турция, естественно. Алавитов кто обмазал. Это исключительно французы. Ну пусть. И Путина как опрокинули лицом в грязь. А вчера Эрдоган выступил и сказал ему: ты тут голову не морозь, пожалуйста, а Крым верни. Просто. Без всякого. Хотя Путин настаивает перед Трампом, что надо Крым признать, что он наш. И даже Трамп закинул такую вроде, я не знаю, это искренняя мысль или это его очередной бзык, что, наверное, надо признать, мол, все это российским. Эти территории, все, что это и Крым российский, я думаю, ничего себе несет вас всех в разные стороны. Не, я думаю, что Трамп на самом деле, вот он делает шоу, и вот с момента его, значит, инаугурации, да, вот заметь, все СМИ абсолютно говорят о том, что делает Трамп. Да. Даже здесь Вовку загнали вообще в ссаный угол, он там сидит, и он не имея, что-то пытается там
Ну вот, например, они подхватили, когда вот спор в овальном кабинете это произошел, еще до этого там был нюанс, когда Трамп сказал, что это Зеленский эту бумажку никчемную не подписывает. Ну так было, я еще критиковал Зеленского по поводу того, что он ничего не значащую бумажку мог для вида написать, чтобы у Трампа был козырь перед Вовкой. Понимаешь, там логика была такая, то есть в основном вот эти полиметаллические руды и так далее, они же на Донбассе сосредоточены, в тех районах. И если бы Зеленский подписал, то Трамп бы сказал, все, это все наше, короче. То есть ты вел войну за захват этих территорий, но Зеленский нам отписал. Истинный хозяин, так скажем. Да? И вот здесь вот, конечно, пошла там определенная игра, там и вот этот кризис в овальном кабинете. И Трамп сейчас вот недавно он признался, что он спровоцировал, мол, Зеленского там, и так далее. Понимаешь, то есть они там друг дружку взаимные извинения там прошли. Но это позволило, значит, выбить украинские войска из Курской области. Я так понимаю, что сейчас там еще в Курской области. Тяжелая, ну там чуть-чуть, может быть, кусочек какой-то. Нет, так а в Белгород вчера зашли украинцы. Ну, пытались заходить, я тоже эту информацию отслеживаю. И, в принципе, рад успехам ВСУ, но другое дело, что пока, ну, результат такой, мягко говоря, незначительный. И вот эти 172 подразделения террористических, которые в результате, значит, деятельности форума свободных народов с Россией возникли, они тоже не активные. Ну, по большой части это все, так скажем, информационные какие-то независящие ни от кого друг от друга, значит, организации, которые, ну, в общем-то, поддерживали Украину, например. Я о том же, что, ну, это все... Но я вот, например, подсчитал, да, откровенно говоря, чтобы в Бурятию зайти хотя бы там, ну, что-то организовать, вот мне нужен $1 миллиард. А как ты? А чтобы какое-то СМИ пропагандистское сделать, ну, 1 миллион евро. Понимаешь? Это небольшие, это смешное финансирование. 1 миллион евро, да, смешной. А миллиард это... Миллиард это, чтобы зайти и уже там начать дела делать, понимаешь? Потому что нужно и людей подготовить, и набрать их, и там подготовить и транспортные и все прочее. Там, и так далее. Понимаешь? Ну, это же как... Это же все... Не делается так с бухты-барахты или там на голом энтузиазме, как в гражданскую войну. Не, на голом... Ну, вот я про что и говорю. И эти финансовые средства вполне доступны и Америке, и Украине. Потому что достаточно большие финансовые средства выделялись, так скажем. Да, и в принципе можно было, если что-то сделать, или на тот же Кавказ подпалить, там не нужно большие суммы. Но нужно конкретное, четкое, значит, четкое, конкретное... Воля, да, плюс военно-политическая, естественно, воля. Политическая воля. Консультанты, специалисты. Это правда вообще, что вот наш съезд Украину финансировал? Да. Нет, ну что-то я серьезно. Я серьезно. Я серьезно. Так, ладно, про это не говорим, чтобы потом у вас всяких проблем не было и так далее. Какие там проблемы? Так, пишут Ким Чен Ын, какой-то Михаил пишет, иди рыс собирай, не лезь в политику. Ты представляешь, это какие? Тебя? Да, это, наверное, укронацисты пишут. Не, короче. это бан этому пидору. Так, не надо ругаться, потому что чертов YouTube, короче, не дает монетизировать мне эти скромные видео. Так, дальше что переключаемся? Вот к внутренней повестке я там тоже хотел задать вопрос, например, знаете, кто такая Пономаренко? Ну, слышали? Сидит сейчас. Ты, Владислав, слышал? Нет, кто это? Да, ну-ка, давай, Сергей. Ну, ничего, я читал также, что вот она сидит. Ну что, она на прошлой неделе да, вскрылась. Да, она, ну как, она попытку делала. Она не вскрыла, но попытку делала. И сухая голодовка у нее уже идет, сколько никто не считал. Понимаешь? Ну, короче. Ну, и там, собственно, Андрюха, он там пост какой-то черканул по поводу того, что вот это он или кто-то другой, или, ну, в общем, что-то, по-моему, я у Андрюхи где-то читал о том, что, мол, и вот что-то не видно людей, которые там пикетируют посольство, вот эти все правозащитники всякие, хельсинские там и все прочие группы, короче, что не стоят там, спасите Пономаренко и так далее. Но там Пономаренко, я привожу пример, там вот этот пост, где, ой, там, Пономаренко вскрылась, там туда-сюда, короче, и одновременно, значит, ну, количество репостов смотрю, ну, там где-то штук 20, короче, да, в Твиттере.
Потом иду дальше, тоже какой-то нонейм аккаунт, он там, значит, пишет, что я вот увольняюсь, короче, и потому что там идет какой-то набор на какую-то телепередачу, которая называется «Воровайки». Примерно в то же самое время опубликован пост, но здесь уже 120. Я говорю, ну смотрите, что интересует русских людей. Их не интересует какая-то Пономаренко, которая себя вскрыла. Там, ну, вены вскрыла там и так далее. Их интересует вот абсолютно другое. И что удивляться, когда там же та же русская интеллигенция, которая по всему миру разъехалась, да, они, ну, как бы не чувствуют, что, ну, села там, ну, ее проблемы, типа, да. А то, что ее не обменяли, там, того же Яшина, там, этого Мразотного вытащили и так далее. То есть она тоже там где-то фигурировала, но ее почему не взяли? Потому что она слишком независимая. Потому что она вот эту повесточку не держит, и я думаю, что если бы ее обменяли, она бы тут первой бы стала за победу ВСУ, значит, над русскими войсками, за Украину в границах 91 года, да, а это бы не соответствовало вот этим нужным, так скажем, вот этой русской мирной элиты, так скажем, да, повесточки. Поэтому, естественно, что ее все бросили, информационно тоже она где-то там на дне сидит. И был еще такой персонаж, которого там что-то на 19 лет судят. Я у Андрея Григорьева спросил, что это за персонаж, Скобеев или Скобов, или там какая-то у него такая фамилия. И, ну, я предположил, что он, наверное, старый и, ну, просто вот как бы уже такой возраст, когда ему терять нечего. Там ни ресурсов, ни финансов, ни кола, ни двора, ни, значит, ни дочки, ни внучки, ни сына, ни внука там. Ну, такой вот, которому, знаешь, терять нечего, короче. И он там бравирует просто-напросто. И на суде он неплохо выступил и все прочее. Ну, чтобы там как бы взять на себя всю ответственность, всю, ну, как это, как русский интеллигент такого, знаешь, диссидентского такого типа, там, который там, стреляйте в меня, там, и все прочее. Ну, конечно, и оказалось, что ему 68 лет. А что ему терять? У него через 3 года уже деменция пойдет. Я хочу сказать, что все вот это... Да и не доживет он до конца этого срока. Возня, все это закончилось. Все, на Украине как раз и закончилось. Все. Не, я бы не сказал, что на Украине. Она закончилась раньше. Не, я думаю, что... Я имею в виду, что вот по отношению к войне, которую развязал Путин, вот сразу тут уже можно водоразбор такой, водораздел, Путин так очень сказать. хорошо сумел все так организовать, что и оно все заглохло, и никому сейчас ничего не надо, и все эти... Этот же Касьянов, Зубов, как называется их партия? Вообще не в курсе. 2%? Владислав. Нет, название что-то... Я уже не помню. Тоже там что-то народное. Что-то народное, да. Да. Вообще Зубов, Касьянов. Где и написано все. народное, от того нужно бежать. И оно все заглохло. Касьянов где-то там, смотришь, там выступил. Зубов вообще уехал в Чехию, там сидит в университете, преподает. И даже не появляется нигде. Вот. Нету, вот как раз таки недавно сидели с одним джентльменом, да, из белорусской эмиграции, такой, из 90-х, да. Там член Белого легиона. Это организация такая парамилитарная. Вот, которая неплохо выместила РНЕ в 90-е, когда заходила. РНЕ, естественно, это ГРУшная структура. В этот заходила, да? В Беларусь. Ага, ничего себе. Да, они их оттуда выкинули. Вот. Молодцы. Ну, вот мы беседовали как раз-таки по этой тематике и сравнивали, собственно, как вот та белая эмиграция, которая была, она хоть что-то там могла, где-то была в структурах немецких, да, потом там у Перона, по-моему, да, у этого в Чили, ну, Краснов, по-моему, в Чили, да, был одним из хороших там офицеров. Боливия, по-моему, это да. Боливия, ну, в общем, они Чили. Там поразъехались после гражданской войны. Да, но они все делали, во французском один террор какой был в общем, с их стороны. Да, так или иначе, да, вот эта иммиграция, которая была из российской. Ну, дворяне эти все, казачишки, да, там, средний класс. Разного посыла от великое неделимое, заканчивая там демократические этих самых. Вот. Было с чем сравнить, и там вот были люди побоевитее. А что сейчас выехало? Вот так, а это же, не, ну смотри, это же все
Я вот сразу сказал, что вот эти все антивоенники это на стороне Путина играют. То есть, Конечно. ну вот смотри, ну, например, был Ильдар Дадин, да, вывез его этот гражданский совет, там эти Вот вот я вчера здесь, слышал, что он погиб. вот эти товарищи его Да. вывезли, А? и потом он непонятным образом погиб просто. Ну, то есть, его бы потенциал, да, для того, чтобы вот эту всю, значит, антивоенную эту русскую оппозицию здесь агитировать У по меня, Европе и так да. далее. Он бы мог это и пинками там Да, загонять есть и все инсайдерская прочее. информация по Но Илье Дадину. Он сам не хотел быть человеком, политиком, лицом политиком. Он хотел, вот как он там стоял раньше с этими с плакатиками, ну да, ну аутизм, значит, аутизм. это не то. Ну, Потому понятно. что человек, который И такого, забушлатили его как-то непонятно. который наполеоновского масштаба, он найдет, как вывернуться, раскрутиться и там. А, ну, я и следил и раньше за деятельностью Ильдара Дадина. Ну, честно говоря, Ну, земля пухом, извините меня, погиб геройски. да, погиб геройски, достойно, но он не политик, который за собой поведет людей. Ну, понятно, понятно. Не полководец. А вот постоять с плакатом, получить дубинкой, еще получить дубинкой, еще получить дубинкой. Он там был боксер, насколько я помню. Несмотря на это, да, и еще получить, и там получить, и там, и там, и там, и так закончить. От сибирского батальона он потом перешел в легион. Не в этот, другу, как? В ЛСР он потом перешел с сибирского батальона. Он был, по-моему, в этом, первый, как батальон, их 3 вот. В сибирском батальоне он был, потом перешел легион, в легион и Свободы еще... России. Ты думаешь, еще РДК, что ли? Да, Вместе РДК. с нациками, что Он ли? в РДК он и погиб, я так прочитал. Что он, будучи в РДК, погиб в Украине. Если он Ну, еще- там непонятно как-то, там вообще структура непонятно. непонятная. Хоронил вообще. его Легион Свободы России, был за него ответственный он. Может Туда быть, обращалась его несостоявшаяся жена, которая хотела гробовых. Вот. Но там, когда... Так она же бывшая какая-то уж не была. Там что-то там было. Ну, она была его жена функциональна, как она там, они поженились. Гражданская, Она типа. гражданка Украины, они поженились в России, Ага. переехали в Украину и... Он с ней развелся. Нет, он не обозначил каждый, ну, они же все военные, принадлежащие военной разведке, и там каждый пишет, куда его тело доставить и кому что потом будет. Ага. Он не написал ее, не вписал ее, кому что и куда, и кому деньги отчислять. Ну, ясно. А вот как сейчас тоже новость вспомнилась, как раз по белорусам там и так далее. Недавно задержали здесь какого-то персонажа, который подпалил Икею, значит, где-то в Литве или в Латвии, и здесь еще на Майровильский пожар устроил. Но я помню, мы сидели, разговаривали, там была информация, в самом начале еще, когда вот этих несчастных вьетнамцев выжгли здесь, в Варшаве, я такой подумал, ну, я шел, когда и смотрим такой столб пламени, короче, не пламени, а вот это черный дым, и я такой подумал, однако это, ну, подумал, что подрыв какой-то, значит, военной техники, там что-то, может быть, перелетело и так далее, потому что, ну, это явно не лесок горел, а что-то вот целенаправленное. А потом вскрылось, что это были персонажи, значит, такого околофутбольного какого-то вот такого направления, которые, по слухам, опять же, один из задержанных был представителем вот этого полка Костуча Калиновского, значит, они, видимо, там на побывку приехали и так далее, видимо, ну, там, мафиозные или еще какие-то элементы, они его, значит, подпалили, потому что там у, значит, арендаторов были какие-то проблемы, они не хотели съезжать, и там кого-то этот якобы участок интересовал земли и так далее. Но вот как поразительно часто русская разведка использует, значит, всяких болел, Ну да. здесь граждан Польши или, значит, всяких вот этих представителей. И вот Туск объявил, что поймали еще одного независимо гражданина, от того, то ли Беларуси, то они ли кого. в чем проблема, как мы и говорим, что нам субкультурщики в нашем движении Смоленском освободителе не нужны, потому что они объединяются на уровне субкультуры. Это либо товарища Гитлера, там, австрийского художника, а-ля «Улю черное солнце», и либо вот околофутбольные фанаты. Вот, все это одним миром мазано. Где ты вагнеровец бывший, а где ты сейчас в РТК, то это все одно и то же, потому что это в одной конве. Вот. И не
не знаю, будет для кого секретом, для кого нет, логистические пути реки используются в том числе для транспортировки военных Угу. боеприпасов. Ничего себе, а Раз тебя об сейчас этом- это не арестуют? Раз Живется. раз об этом знает военная разведка, то об этом знают все. Ну, российская военная разведка. Угу. Вот. Возможно, да. Возможно, нас слушают и Конечно. мне конец. Вот. И российская Всё, военная АБУ придет разведка заживиться, это короче. знала, да, а кого вербовать там одного, второго, третьего без разницы, тем более ты сам можешь не знать, кто тебя завербовал. Ну, это как вот с этими болгарами, да? Да. Которых там заставили следить за этим, за Христо Грозевым, еще каким-то представителем. И одну такую, ну, более-менее симпатичную бабу решили под Гроздева подложить, короче. Да, я и сам бывал в таких ситуациях, когда под меня баб подкладывали. Ну, Друзья мои, вышлите мне тоже бабу. какую-нибудь такую, Бабу. ну, эту, Вышлите как, мне бабу. нормальную, короче. Вот подложите, я вот это, с удовольствием воспользуюсь оказией. Да, подкладывали и не раз, и на территории РФ, и за территорией РФ. Да. Ну, то есть ты, как тебя, она потом тебя вербовала, или там какой-то шантаж был, там видео каким-то, или Не, как? не видео. Это Или всё- просто, чтобы она тебе на мозги капала. Это все не видео. Главная задача их Расслабить. и расслабить, и вытаскивать ту информацию, которую никто не знает. Вот. Поэтому А под тебя, Сергей, боюсь, нет. подкладывали? Нет, боюсь. А что не подкладывали? Да, я не такой величины звезда. Ну, Ну, величина не величина, знаешь ли, а в общем, зафиксируем. Под живицу подкладывали женщин. Нет, я хочу сказать, что исходя из этого, видишь, подкладывали. наша, как сказать, российская оппозиция, Ага. по сути дела, она никчемная. Просто никчемная. Солидарен. И ни о чем. И ни о чем. Я им даже... Но мы радуемся закрытию вот этих всяких радиосвобод Не, там надо и так наблюдать далее. за этим. Сейчас Тут, вот. Ну, нет, тут Владислав правильно сказал, надо Мгм. смотреть по делам. По результатам будет видно. Да, Что это такое? Да, я не то чтобы радуюсь, ну, там они решили перетряхнуть, пересмотреть, это их дело. Да, я думаю, что... Я тоже так считаю, думаю, что- они его закроют, когда всех разгонят, сформируют что-то новое и опять... Да я вот предлагаю, значит, куча есть же организаций, и вот эта ПАНЕ, партия автохтонных народов Европы, которую Ержан Тургумбай делает, Мгм. и съезд народных депутатов, надо какое-нибудь верноподданническое письмо на имя Трампа написать, сказать, что мы поддерживаем полностью вашу политику, вот, внутренние американские дела. Хотите вы там финансировать демократию, финансируйте. Не хотите, нет. Ну вот у нас есть проектик. Мы Да. недовольны редакторской Это не политикой. прокатит. Ну а как не Странно. прокатит? Ну, хотя бы письмецо, и потом там За будет... спрос по лицу не бьют. как Да, говорится. в архивах где-нибудь Не, ну, будет ну, лежать, ладно, что мы сделать так, сделали попытку. Потому что, ну ты же помнишь, как организовалась Хорошо, Радио когда Свобода? приходит к тебе. Это же а не несколько польских вот этих то ли дипломатов, то ли кого ли, журналистов ли, которые обратились, собственно, в свое время к Конгрессу и с предложением организовать, Да. потому что Радио Свобода вы же не только против СССР работала, это против вообще всего блока. Нет, вся эта голос... А они же вещали-то как раз, Она в том работала числе на да, большей против степени коммунизма. против вот распространения ползучего коммунизма, она, все, что за железным занавесом находилось, это потом там в 90-е годы вот такие полудурки все раздули вот эти всякие, что это против Советского Союза только работало и так Да далее. нет, Это даже Вся Европа. работало на Восточную Европу, которая оказалась под занавесом, у которых был опыт демократии, пусть небольшой, да, вплоть до оккупации, вот, которая проходила. Так или иначе, там демократические силы сохранились, и они, Ну, конечно, есть Варшавский слушали. договор, да. Ну, так. Ну. Поэтому я и говорю, что переформатирование нужно, потому что там их просто не разогнали в 90-е годы, потому что американцы, ну, во-первых, и бюджеты были, и чувствовали себя обязанным. Ну, знаешь как,
вот старого коня же трудно многим вот гуманистически настроенным людям пустить на этот, как его, либо пулю в лоб ему На пустить, колбасу. либо на колбасу отправить, понимаешь? Ой, И поэтому, ну, он себе стоит в стойле, доживает, короче, там худо-бедно, да? Понимаешь? А настолько жирный американский бюджет был, что до поры до времени не замечали. А сейчас Трамп-то основной даже тема, они даже в Америке и не заметили, они даже, может, и многие и не знают, что такое там 5-6 там, миллиардов тратилось на все эти вот непонятные Это средства мелочь. массовой информации, потому что там же Это мелочь. Трамп на сколько-то сотен миллиардов отменяет вот эту социальное страхование, вот это Medicare там и так далее, там толпы этих, значит, больных стоят. И самое это, что смешное, я вот посмотрел эпизод, где там говорят, вот, да мы там сейчас лишились там каких-то там, ну, редких препаратов, там еще что-то. А я только спрашиваю, а почему там вот эти препараты в Америке, ну, ты как доктор знаешь, да, которые, ну, вообще-то синтез и все прочее уже давнишние, там тот же, например, ацикловир, там, помнишь, была история, когда там какой-то мошенник купил этот патент, короче, и поднял цену ацикловира, короче. Ацикловир это пустышка, которая... Нет, это действенный препарат против герпеса, короче, но на него давным-давно патент истек. Ну, вот этот мошенник, кстати, вот из Нищенской Албании, и он, его по-другому там осудили, короче, но он поднял цену в 100 раз. То есть она стоила $4, стала 47 стоить. Но при герпесе, там, при различных заболеваниях, оно как бы это, ну, сам синтез и все прочее, это копеечный, дешевый препарат, он там центы стоят Да. на тонну. И вот почему-то никто из американцев не задает, а какого хрена мы платим такие огромные суммы за эти лекарства, которым уже в обед 100 лет, как говорится, да? То есть никто вот это не торпедирует, эту систему. О том, что в принципе всю эту массу этих голодранцев, да, вот этих, значит, социалистов, которых расплодилась эта, как и демократическая партия, которые вот этим мертвым грузом висят, значит, на американском бюджете, а там, ну, мы как знаем, любой вот этот из постсоветского пространства, который приезжает, он хочет попасть в этот велфер, Да. понимаешь, потому что он так, настолько жирный, что можно всю жизнь работать, как на курорте будет жить. И вот этого как раз сейчас лишают. Почему? Потому что я считаю, что Америка и американцы потеряли вот этот дух американский, да? Под видом еще там сверху добавляются вот эти всякие права женщин, там еще там что-то, вот это все прочее, Но пятое, это не десятое. только в Соединенных Штатах. так, это Не, и но везде. это же, видишь, это же контроль за рождаемостью. То есть вот если вы в глубину упадем, начало 20 века, там же серьезно, это же на серьезных щах все вот эти философы и так далее обсуждали, что мы сейчас перенаселим землю, короче, особенно Кто-то пришел. перенаселим Европу, и, значит, случится такая ситуация, что мы там, ну, значит, попадем в такие условия, что нечего есть будет, да, и начнется голод, начнутся Да. войны и так далее. И вот они тогда планомерно начали вводить, расширять права женщин, в том числе право на работу, значит, там контрацепцию начали вводить и так далее, в первую очередь, потому что Европа была перенаселена. А сейчас А, Европа се- не а перенесена. сейчас она вымирает же, то есть все подсчеты указывают на то, что в определенных социальных группах европейцы просто-напросто вымирают. Особенно сильнее этот фактор в среде вот тех, которые обычно размножались. Это пролетарии всякие и все прочее, понимаешь? И современная экономика, вот, а почему такое происходит? Ну, потому что, видишь, Америка же зонтиком покрыла Европу. И что, ну жизнь лучше стала. Жизнь-то менее бедная стала относительно даже 40 лет тому назад в Европе. Это многие страны-то очень хреново жили. И та же Польша, например, Да, единственная Португалия. страна Португалия, из вот Италия. этих постсоветского, вот этого Варшавского договора, это единственная страна, кто вылезла. Первая в лидерах по росту экономики и так Сейчас далее. Польша. Да, других стран таких нету, у которых бы экономика настолько сильно выросла. Очень Но много. и исключая, конечно, Китай, там какие-то вот азиатские страны и все прочее. То есть, поэтому, ну, мы еще в этот, как его, я-то просто в 98 году первый раз в Польшу приехал, я видел, я подумал, что я попал в Улан-Удэ, как будто бы мы с Улан-Удэ не выезжали. Сейчас это просто видно, что абсолютно другая страна. То есть, даже стандарты жизни здесь, мне кажется, в Польше выше, чем в той же Германии. Особенно, когда я в Германии в 22 году был, то мне они там совершенно не Ну, понравилось. такое есть, это да. Это И заметно. мы Ну, отчасти да. в очень благословенной стране живем, на самом деле. И я тут считаю, что мы должны все сказать спасибо Польше.
Dziękuję bardzo. Ну, Нет, да, да, это, я-то благодарен ей. так сказать, без обсуждения. То, что, да, как мы Да. попали сюда, как мы получили все свои и самые визы и прочие штуки, да, как мы здесь оказались, вот это, да, спасибо, наверное, предыдущему правительству. Все-таки мы уже заехали давно. Но я думаю, что и это правительство тусковское нас бы тоже не оставило. Ну, наверное, да. Посмотрим. Ну ладно, дорогие друзья, мы сейчас должны закругляться, потому что 6 часов, час. Обычно наши аудиции занимают час. Я вот смотрю по эфиру как раз час. Ну, пару слов в конце, Сергей. Я даже не знаю. Серьезно. Ну, что бы ты пожелал нашим зрителям? Подписываться на наш канал, донатить. Это несомненно. Да. Должны. Обязательно. Владислав, пару Да, слов. Когда вернешься на волны со свободным Смоленском? Ну, подождите, не знаю, сейчас мне нужно творческий перерыв. Да, у меня сейчас другой проект. Bang Club называется. Это фотографы, это видеомейкеры, это творческие люди, которые объединены в одну группу. Да, и такая парамасонская организация. Ну, там все русские или как? Ну, название не внушает доверия. Bang это такая была, значит, группа фотографов, которая засняла в Южной Африке, когда были, значит, англо-бурские войны. Они снимали в прямом режиме, так сказать, и не вмешивались, когда были там разборки между африканцами и англо-голландцами. Вот. За что они были, так сказать, встал вопрос, это этично или не этично останавливать казни людей. Всем советую посмотреть фильм про Bang Club. Не спутайте с Big Bang Theory. Ладно, дорогие друзья, на радио прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Сейчас мы запустим наш ролик. Зуртан Халтаров, Я хочу... Все уже, да? Андрей Григорьев, Кодито Бурята на ими радио. Так. Все, хорошо. А мы с вами, дорогие друзья, прощаемся традиционным способом. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Репост, донат, лайк приветствуется. Большое спасибо всем за внимание. Буду выходить почаще, потому что события в этом мире стремительно меняются. И кто его знает, что нас ждет завтра. Может быть, мировая война. Всем пока и до новых встреч.